Алейкум салям, рахматуллахи баракату, дорогие братья и сестры. Вернулся к вам из Багдада и из Бишкека. Соскучился, валлахи, стана. Что касается сегодняшнего вечера, тематики сегодняшнего вечера, машаллах, у меня прям глаза разбегаются от уйгурских тюбетеек в зале. И сегодня для наших братьев и сестер, представителей уйгурского народа, специально расскажу очень интересно несколько историй. Начну с детектива и закончу братскими и сестринскими восторгами. Во-первых, в прошлом году Асхат Хазрат приглашал в Москву имама Мединской мечети из Саудовской Аравии, шейха Абдуль-Мухсан Аль-Касима. Это крупнейший ученый современности, очень близкий человек для короля Саудовской Аравии. Он приезжает и сразу же ставит перед нами две задачи. Просто головоломки перед Асхат Хазратом, а он мне пишет, потому что я востоковед. Во-первых, шейху понадобился хаджару дам, кровавый камень, камень крови. И вторая задача, он ищет загадочное племя Тухуз-Гуз. По-арабски, вы же знаете, без харакатов, если писать, то только эти согласные. Написано Тухуз-Гуз. Я думаю, субханаллах, да что же это такое за Тухуз-Гуз? И он говорит, что это тюркское племя. Тюрки в зале есть, поднимите руки, пожалуйста. Еще. Да, субханаллах, что так мало тюрок-то? Остальные, наверное, лезгины, да? Лезгины есть? Вот самый главный лезгин, машаллах. Мага Исма, самый главный лезгин. Потому что супруга лезгинка. Вот почему. Вот в чем секрет. Так вот, Тухуз-Гуз, я ищу тюркское племя, думаю, может это тунгусы какие-то или еще кто-то. В итоге я задал вопрос нашим специалистам-тюркологам, и они открыли, что это Тогуз-Огуз, союз тюркских племен на крайнем востоке, почти на границе Китая. И этот Тогуз-Огуз, союз из 9 тюркских племен, как раз стал у основания появления народа, который называется сегодня уйгуры. Вы представляете? Во время караханидов существовал союз из 9 тюркских племен. И тот вопрос, который задал нам шейх, который мы разгадали, ответили ему, он почему-то интересовался происхождением этого племени, оказалось, что это предки современного уйгурского народа. И, валлахи, это одно из самых загадочных племен, уйгуры. И по поводу происхождения самого названия уйгуры существует две версии. Одна из них со ссылкой на легендарного предка тюркских народов Огуз-хана. Она звучит так, что слово уйгур звучит от древнего слова япыш-гур, которое означает сторонник. То есть это то племя, которое оказало ему поддержку. Фактически с арабского это ансары. Ансары Огуз-хана, Япыш-гур превратилась якобы в уйгур. Это первая версия. Вторая версия происхождения названия племени уйгур, это восходит ко временам Александра Македонского, потому что когда он вторгся уже в восточные земли, то племя, которое оказывало ему самое ожесточенное сопротивление, и как вот описывал Македонский, которые как соколы бросались на любого зверя без страха, их называли Худхурант. И более сокращенная версия Худхур, от него якобы произошло уже слово уйгур. Эту версию, кстати, приводит вот ученый Махмуд Кашгари, про которого сейчас такую красочную постановку показали вам. Это краткий экскурс в историю нашего братского уйгурского народа, который стал локомотивом распространения ислама в Восточной Азии. Фактически это один из двигателей, локомотивов развития исламской науки и просвещения в этих землях. И, валлахи, мы очень многим обязаны нашим братьям-уйгурам, которые сегодня, к сожалению, до конца не могут раскрыть свой потенциал, но, тем не менее, огромное количество уйгуров проживает в России, в Казахстане, в Кыргызстане, в Узбекистане, по всему миру, в западных странах, в Турции проживают. И они продолжают свое творчество и свой вклад в развитие ислама. Вот недавно, вот буквально вчера мы с Асхат Хазратом совершали намаз, завершили фактически чтение Корана в месяц Рамадан в мечети имени Махмуда Кашгари в Бишкеке.
которую возвел наш близкий друг Анвар Хаджи, уйгур по происхождению. Он меценат, который огромное количество средств тратит на распространение исламских ценностей, на укрепление исламских ценностей, на помощь мусульманской общине. Он построил красивейшую, просто великолепнейшую, блистательную мечеть в Бишкеке имени Махмуда Кашгари, где разными голосами хафизы Корана, уйгуры, кыргызы завершили чтение священной книги в месяц Рамадан. Алхамдулилля. И самое главное, это был ифтар от имени шейха Равиль Хазрата Гайнуддина, который написал такое пламенное, фактически сердечное обращение к жителям, к мусульманам Кыргызстана, что тронуло сердца всех, кто находился в этой мечети, в этом зале. В это же время, когда зачитывалось обращение Равиль Хазрата, на ифтаре, значит, намазе присутствовал и муфтий Кыргызстана, который очень сердечно благодарил и шейха Равиль Хазрата Гайнуддина, и самого Анвара Хаджи, и вообще мусульман России за такое внимание к мусульманам, к сестрам и братьям из Кыргызстана. Валлахи, это был волшебный вечер. Асхат Хазрат, вот свидетель, он шахид сейчас как свидетель, он не даст мне соврать. Я вот такой переполненный чувствами вернулся именно из этого многонационального джамаата, где живут кыргызы, уйгуры, узбеки, таджики, кавказцы, туда депортированы огромное количество, около 30 тысяч кавказцев, там дагестанцев живет. Валлахи, это просто волшебные вечера были. Волшебные вечера, я до сих пор мыслями и сердцем там. С нами был и брат Мухаммад, наш герой всех рингов, который ломал и скручивал, а теперь говорит: следуйте за мной в чтении Корана, но не следуйте за мной в том, что я обижал людей. Вот, Мухаммад, Аллах Всевышний да примет твою тауба, ведет тебя, иншаллах, в самые высокие уровни рая. Аминь. С шахидами, с пророками, с праведниками, иншаллах. Иншаллах, он нашим учителем становится, дорогие братья. И напоследок я что еще хотел рассказать, дорогие братья и сестры. Сегодня, я так понимаю, будет розыгрыш. Я хотел обратить внимание вот на это полупальто, которое легким движением руки превращается. Вы помните, во что превращается, да? Машаллах. Это уникальный бренд Саджда, созданный для активных верующих, с уникальными вставками. Каждой, значит, продукция Саджда, вот она, кстати, да? Она очень легка для того, чтобы делать омовение верующим. Понимаете? И они созданы удлиненного покроя, чтобы придать мусульманам более благородный облик. И вот этот бренд Саджда, посмотрите, пожалуйста, его фактически, у истоков его стоял один очень креативный парень, Абдулязиз. Он казах, сам проживающий в Кыргызстане. Наши деды похоронены на одном кладбище на север от Бишкека. Он как стартап это создал, и сейчас этот бренд продолжает развивать наш брат Анвар Хаджи. И, валлахи, я очень хотел бы, чтобы все вы ознакомились с этим брендом. Настолько он удобен. Я просто его не снимаю. Я даже на деловые встречи хожу именно вот в таком бренде, иншаллах. Вот, кстати, да, здесь часы тоже есть Саджда, спортивные. Я являюсь автором слогана, который я предложил Анвару Хаджи для Саджда. Это одежда для активного поклонения. Понимаете? Это и активный образ жизни, и ибада, поклонение. И в спорте, и в намазе, потому что это удобно для людей, совершающих намаз. Вот. И в благих делах, иншаллах, в совершении подвигов на пути Всевышнего. И этот образ напоминает образ героев, да, прошлого. Машаллах, удлиненный силуэт. Алхамдулилля. Аллах Всевышний да воздаст каждому из вас. Аллах Всевышний да позволит вам выиграть эти призы сегодня, иншаллах. Баракаллаху фикум. Пусть Всевышний бережет наших братьев и сестер уйгуров. Я, кстати, ездил в ООН, в Женеве. На площадке ООН мы выступали, алхамдулилля, в поддержку нашего братского уйгурского народа. И мы готовы и дальше стоять рядом, как они в свое время стояли за развитие ислама. Баракаллаху фикум. Салям алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до 1000 новых зрителей.